Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Зачем вы встретились? Для чего, для какой цели и как будут складываться ваши отношения? Если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Настройтесь на мое гадание мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Зачем я встретилась? И назовите человека по имени. Надеюсь, вы настроились. Давайте будем смотреть. Итак. Зачем вы встретились? Высшие силы, прошу дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, зачем вы встретились. Так, мои милые, во-первых, ваша встреча идет по карме однозначно. Тут карма достаточно серьезная есть и над вами, и над мужчиной. То есть здесь какие-то кармические договоренности идут. Это совершенно не случайная встреча. Вы не проходящие люди в жизни. Хотя может быть такой момент, что вы вот как... Вы идете параллельно, вы соприкоснулись и опять разошлись. Но опять же таки, да, это все будет зависеть от вас и от внешних факторов. Смотрите, я вижу, что здесь именно отношения идут по договоренности. Когда две души до воплощения договариваются и проговаривают, что они будут вместе в таком-то формате, и они будут выполнять либо какие-то, скажем так, наработки себе делать на будущее, либо проходить какие-то кармические задачи вместе. Но я вижу, что здесь именно идет долг. Долг, скорее всего, ваш по отношению к этому человеку. То есть ваша душа должна была мужчине, да? Вот если женщина смотрит. Если смотрит мужчина, то наоборот переворачивайте. А здесь в любом случае, видите, один человек стоит и нуждается в защите, а второй человек над ним, да, возвышается, и он его защищает. И тут знак бесконечности. Вот стопроцентная судьба и стопроцентная именно договоренность идет. То есть, скорее всего, вот я несколько вариантов расскажу, а вы уж подбирайте на себя. Здесь просто несколько выглядит. Здесь просто вот изначально даже, да, по стороне мужчины картина. Вот змея, а на ней заяц сидит. Понимаете? На змее сидит заяц. То есть мужчина может быть боязливый, мужчина может быть нерешительный, мужчина может быть действительно, такой, испугался, убежал, да, он боится трудностей, он боится решать, он боится принимать какие-то решения. Но змея — это либо его жена, либо бывшая женщина, может быть, кстати, и мама тоже змеей, либо в неприятности, в принципе, по судьбе, по жизни. Змея, кстати, может и говорить про тяжелую судьбу. Человек мог быть, например, судимый, либо попадать в какие-то катастрофы, когда быть привязанным там, к кровати, к постели, к инвалидной коляске. То есть судьба как будто бы била этого человека. Либо сама судьба била в прямом смысле слова, либо его били по научению судьбы люди, с которыми он пересекался. В любом случае, он от этого убегает. Он убегает, а вы ему в этом помогаете. Человек может трепать вам нервы. Человек может, скажем так, вести себя не самым лучшим образом, а вы понять не можете, что происходит, почему ты так себя ведешь, почему ты позволяешь себе так себя вести со мной. Человек может ходить к вам бесконечно, годами может приходить, там, обещать золотые горы, при этом уходить к другой женщине и там страдать, и вы страдаете, понимая, что он несчастливый, вы несчастливы, все несчастливы. Но он никак не может разорвать эту связь с этой змеей. Также вы понимаете, что любимый человек, он сидит в местах не столь отдаленных, да, он выходит, проходит буквально там несколько периодов времени, он вам обещает, что все, никогда я все осознал, больше никогда не буду, и он опять совершает похожее, подобное, например, преступление, да, опять его садят. То есть этот человек либо глубоко закармиченный, и у него действительно очень серьезная идет отработка, может быть,
но его жизнь, она полностью деструктивная, потому что он должен понять ценность этой жизни. И вы, получается, его палочка-выручалочка, которая его вечно ждет, вытягивает, помогает, не знаю, там, подобрала, нашла, подобрала, помыла, накормила, жизни нормально научила, он опять, да, как поросенок убежал на улицу, опять весь выпачкался, опять где-то там блукал, изголодал и опять возвращается к вам. То есть, понимаете, тут какая-то вот идет именно бесконечность, да, по этому знаку бесконечности. Бесконечная история повторяющихся фактов, да, либо человек обещает, что вот я там разведусь, я уйду от жены, при этом он действительно там страдает. Я не вижу, что человек по Зайцу никогда не бывает счастливым, никогда. Вот что бы вы там себе не думали, какая бы внешняя картинка ни была, человек по Зайцу, он никогда не счастливый. Он всегда под страхом живет, под сомнениями. Ну, представьте, жизнь Зайца, да, в лесу. Во-первых, жизнь короткая, во-вторых, все для него угроза. И лисица, и волк, и медведь, и даже сова, понимаете, вот зайцы, они очень беззащитные получаются. Да, их сила — это в быстроте их ног. Чем быстрее я бегу, тем дальше я смогу унести свою пушистую попу, да, от неприятностей. Вот этот мужчина, он такой по жизни, он может бегать туда-сюда, да. Мужчина может быть даже вообще без якоря. То есть никак у него не получается заякориться, его постоянно вот толкают, гонят в путь. И мужчина может быть порченный. Мужчину могли испортить как и женщины, которые были в его жизни, так и, например, мамины всякие обереги. В последнее время часто стала сталкиваться с тем, что некоторые женщины настолько сильно, например, любят своих, особенно сыновей, не знаю, к девочкам как-то попроще относятся, а вот к мальчикам туда беда. И они прям их от всего защищают, а по итогу получается, что у человека везде по жизни все заблокировали, и живет себе парень хороший, умный, работящий, да, жены нет, нормальной работы нет, перспектив нет, потому что мама постаралась, она его от всего заблокировала, да, чтобы он вот как в вакууме находился, он в этом вакууме и живет. Здесь с мужчиной, конечно, нужно разбираться. Я сразу говорю, здесь сложный мужчина, сложный тип, и здесь больше идет как вот именно судьба, что-то в судьбе, с судьбой связано. У вас же другая картина. Вы видите, вы сильная. Вот он зайчик, видите, вот, видите, мордочка зайца, ушко, вот глазик, лапки, задние лапки длинные, маленькая пипочка, да, на хвостике, и он на змее такой катается. Страшно, жуть, даже ушки прижал, но все равно вот катается на этой змее. А вы другая, вы смотрите какая, вы сильная, вы мощная, у вас в руках журавель, да, журавль, как правильно говорить, по-украински это лелека. То есть это прекрасная птица, это птица мечты. Вы все можете в своей жизни, вы можете полностью жизнь свою перекроить, заново скроить, как хотите, любое, да, прекрасное платье пошить, хоть вечернее, хоть там повседневное, хоть нарядное, хоть, не знаю, там, наряд для бала, да, вы все можете. Вот эта птица счастья, которая говорит о том, что у вас все будет в жизни хорошо. Но она смотрит в другую сторону, она смотрит от мужчины. А вы ручкой, вы вот туда, к этому мужчине, чтобы его каждый раз вот так вытаскивать, из беды вытаскивать. Вы знаете, он живет, пока вы его вытаскиваете. Вы его заряжаете, вы его подпитываете, вы его вдохновляете. Вы без него прекрасно проживете. Вы уж извините, простите, но я вижу, что вы без него прекрасно проживете. А вот он без вас нет. Но вы его не бросаете. И у многих девочек вопрос, почему? Почему я не могу его забыть? Почему я не могу от него избавиться? А все потому, что вы поклялись ему помогать, вы поклялись быть его опорой, помощником, не знаю, советчиком. Вы не можете его оставить, потому что эта клятва существует. Да, ее можно перервать, просто забить, закрыться, уйти, уехать, переехать, заблокироваться. Вы можете это сделать, но совесть вам, во-первых, не позволит. Во-вторых, эта ситуация потом опять повторится. Но повторится она уже, например, в другой жизни. Что вам делать с этим человеком? Ну, во-первых, здесь нужно понять, что происходит, потому что это общее гадание. Я не могу сказать точно, конкретно, поставить диагноз. Но я вижу, что выход из этой ситуации будет. У вас каждый вот какой-то цикл идет, временной отрезок, когда у вас есть возможность перекрыться, да, когда вы можете этого человека, ну просто
в очередной раз, да, спасти и сказать, что все, я столько раз там тебе помогла, теперь на этом деле отпускай меня. И вот если он скажет, что я тебя отпускаю, да, то вы выйдете из этой ситуации, вы уже больше не будете подпадать в эту клаку, да, и не будете вариться вместе с ним в этой бушующей просто, не знаю, какой-то каше. У вас ведь, понимаете, очень много перспектив по жизни, и есть возможности и гнездо свить, и птенцов привести, да, и достойный, вот смотрите, какой человек у вас, и один, и второй. Вот как-то, ну, люди к вам тянутся, мужчины тянутся, причем мужчины один краше другого. Они к вам либо, ну да, тут больше на будущее. Один был уже, от которого вы отказались. Из-за него, кстати, отказались. И два у вас еще впереди, с которыми вы смогли бы построить отношения. Они абсолютно разные, эти два мужчины, но они с большим плюсом, они очень стабильные. И они именно сильные, они будут вам помогать, они за вас будут. Не так, как вы за этим человеком, а эти мужчины будут за вами. Так что здесь либо вы принимаете и дальше мучаетесь своим зайчиком, он зайчик, понимаете, как ни крути зайчик. Либо вы идете в свою счастливую жизнь, туда, где смотрит вот этот аист, и где у вас будет и гнездо, и ваш партнер, спутник ваш будет, и любящая семья будет, выбирайте, потому что с этим зайчиком вы, конечно же, намаетесь. Даже вот если посмотреть, да, на ваши отношения, для чего вы встретились, вот он венец, да, вы видите, что здесь в центре стоит один человек, здесь не пара. Кто давно со мной, кто смотрит мои гадания, то когда я гадаю на любовь, если там между людьми есть судьба, да, им там вместе нужно идти, либо у них отношения будут какой-то период. Там два человека, между ними дорога. Но здесь, извините, вот вышел один человек, да, который вот пытается мостики над собой наводить. Здесь именно история про мужчину, которого будут спасать и пытаться помогать ему по жизни. Ну, если вы понимаете, что ваше призвание, ваша миссия быть спасительницей этого человека, ну, тогда уж не жалуйтесь и несите эту миссию до конца. Если вы понимаете, что хотите собственного счастья, тогда нужно в очередной раз, когда вы его там спасете, отмоете, очистите, накормите, просто сказать, что все, давай договоримся, я уже все выполнила, я тебе больше ничего не должна, отпусти меня. И если он скажет, что да, я принимаю тебя, отпускаю, считайте, что вы освободились от этого человека. И вы можете спокойненько идти в новую счастливую жизнь. Когда он скажет, что он принимает и отпускает, вы удивитесь, но вы прям почувствуете, что он для вас не любимый человек, а друг, приятель, товарищ. Ну, прошлое, воспоминания о прошлом. То есть вот эта навязчивая любовь, которая у вас есть сейчас, она просто пройдет. Я не вижу здесь счастливой любви, я вижу любовь с переживанием, причем даже с надрывом, я бы сказала. Видите, от этой любви вас клонит в сторону. Вы не стоите прямо, вы постоянно с переживанием. Где же мой зайчик, да? Что он до сих пор на себе не катается, или она уже его проглотила. Вы понимаете, у вас покоя из-за него нет. А ваше счастье, вот оно в этой стороне. Ну, мои милые, дорогие, решать, конечно, вам, выбирать, конечно, вам. Я желаю, чтобы вы были счастливой. Вот несмотря ни на кого, ни на что, чтобы было счастье в вашей жизни. И пусть все сложится так, как будет самым благоприятным образом для вас, да, вот чтобы все было для вас именно хорошо. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.